Вот здесь можно обогреться. Тут есть дрова, двухъярусные кровати. Накрытый одеялом. Ему холодно, он дергает, смотрит медведь. Так как эти места известны тем, что здесь много медведей, то, вот, например, вот такой вот антимедведь. Ну а здесь, с этой стороны, с наружной стороны дома, видно и под окном. При сплаве все вещи, все продукты находятся на катамаранах. А я настолько погрузился в этот процесс, что даже не понял, как оказался в воде. Друзья, побывать в Хану и не подняться на Югору, это значит не побывать в Хану. Там наверху установили кое-что, благодаря чему поток тех людей, которые поднимались на эту гору, увеличился в несколько раз. Испытано на себе. Наступило очередное прекрасное утро на реке Индигирка. Утренний туман появлялся над рекой то тут, то там. Природа Момского района пробуждалась, даря предвкушение нового дня и новых впечатлений. Несмотря на преимущественно хорошую погоду во время нашего сплава, по ночам было достаточно прохладно и влажно. Поэтому для обогрева и просушки вещей я взял с собой инфракрасную горелку и нисколько об этом не пожалел. Работает она на обычных газовых баллончиках, и одного баллона хватает на одну ночь. На выходе мы получаем тепло и возможность просушить вещи. Нужно всегда соблюдать меры предосторожности с газовым оборудованием. Обогреватель находился в тамбуре палатки и был постоянный приток свежего воздуха. Это был завершающий день нашего сплава, и нам за этот день предстояло пройти около 100 километров, поэтому еще перед сном все приняли решение проснуться пораньше, чтобы успеть закончить наш маршрут. Итак, в 7:00 прозвучал будильник. После быстрого завтрака мы поспешили на экскурсию, ведь на этой стоянке было на что посмотреть. Друзья, наш сплав проходит по реке Индигирка, и зимой это является автозимником, причем одним из самых таких трудных, тяжелых, особенно благодаря вот тем порогам, Кривуну, где мы проходили, да, вот это все называется Чемалгинская труба. И здесь на расстоянии через каждые 50 километров стоят вот подобные пункты обогрева для водителей. То есть в зимний период, если что-то происходит с автомобилем, поломка и так далее, или автомобиль попадает в ледяной плен, то вот здесь можно обогреться. Тут есть дрова, двухъярусные кровати. И в целом сейчас в летний период данный пункт обогрева закрыт. Открывается он, когда начинает работать автозимник. Печка, стол. Пункт обогрева водителей в зимнее время. Можно посмотреть только через окошко. Видно двухъярусные кровати. С этой стороны, справа и, соответственно, слева. Тут не видно. Ой. Посмотрим здесь. У нас с утра такая небольшая мини-экскурсия, потому что здесь еще проживает известный охотник. Как мне сказали, из 365 дней в году он здесь живет 300 дней. Так, сейчас подходим, по-моему, к его первому дому. Так как вокруг медвежьи места, то в целях предосторожности нужно сначала провести небольшую разведку, прежде чем заходить в избу. А как обезопасить жилище от нежданного гостя, мы увидим уже через несколько минут. Так, это дом, первый дом, да, землянка, как бы, да? Охотничий домик. На протяжении 30 лет простояла.
Есть такая притча. Ну, не притча. Тут лежал охотник, спал. Через окно залез медведь, просунул лапу и от него тащил матрас, одеяло. Он тут лежит, уставший, спит, накрытый одеялом. Ему холодно, он дергает, смотрит, медведь. Он такой: иди отсюда, это мое одеяло. И дальше спит. Есть такая прикольный анекдот. А может, правда, да? Правда. А тут вся бригада спала. Сколько человек пришло? Это владение охотника-промысловика Васильева Артура Афанасьевича. С его ведома мы знакомимся и со второй избой, которая была построена около 3 лет назад. Друзья, ну а сейчас мы находимся в основной избе охотника Артура Афанасьевича. Здесь, так как эти места известны тем, что здесь много медведей, то вот, например, вот такой вот антимедведь сейф можем видеть вот здесь. Это бочка с продуктами. Вот вся провизия. Таких бочек 2. Также на окнах есть решетки. Снаружи мы еще тоже посмотрим, там говорят, что тоже есть, да? Друзья, также обратите внимание на ширину двери. Она широкая и еще, по-моему, ширина ее как раз для того, чтобы сюда мог зайти буран в зимнее время. Его можно сюда загнать, отогреть, чтобы он не остывал, и, соответственно, отремонтировать. Ну и вообще, как бы, вот такой вот практичный способ объединить в избушке и гараж, и место для жилья. Ну а здесь, с этой стороны, с наружной стороны дома, видно, во-первых, заколоченное окно куском металла, и под окном тоже такие конструкции антимедведь, гвозди, доска с перевернутыми гвоздями, чтобы минимизировать шанс того, что медведь зайдет. Ну а если, допустим, у фермеров на полях стоят пугало от птиц, которые могут поклевать урожай, то здесь тоже есть свое пугало, но выглядит оно вот таким образом. То есть мишка издалека видит, что стоит как будто человек, и, соответственно, тоже может уменьшить шанс того, что он подойдет сюда. Ну, здесь душ, там зона отдыха. Кстати, давайте посмотрим, попробуем попасть в яблочко. О! Так. Семь, 6.
пришло время нам двигаться далее. Сейчас мы закрываем избу, как она стояла. Соответственно, сейчас закроется дверь и еще дополнительно закрывается железными листами. А, еще и решеткой. О, ничего себе. У нас с собой есть средство отпугивания. Какое-никакое. Сейчас Алик продемонстрирует его работу. Ну и, соответственно, вдруг кто-то из мишек рядом, скорее всего, его это отпугнет. Давай. При сплаве все вещи, все продукты находятся на катамаранах. И каждое утро это погрузка вещей на катамаран. Сначала, ну так как у нас сегодня была ночевка близко на берегу, как бы основные продукты оставили здесь, брали только вот отсюда то, что нужно. В первую очередь закрепляются сиденья. Сиденья — это гермомешки, в которых находятся спальники, личные вещи, мягкие. Затягивается это двумя стропами. И в целом катамаран поделен на 3 сегмента. И ориентир идет по вот этим поперечным трубкам. То есть вот здесь уже заканчивается, как сказать, пассажирское место. Ну а дальше идет следующее. Самое главное в процессе загрузки катамарана – это сделать правильную развесовку груза. Закрыть тентом и хорошо обвязать, чтобы на порогах груз не двигался. Спереди мы обычно располагали обеденный перекус, а сверху привязывали вещи, которые могут пригодиться в течение дня. Участок, который мы сейчас проходим, он зимой, когда работает автозимник, даже при минус 60 градусах здесь всегда есть вода. Это создает достаточные сложности для дальнобойщиков. Ну и, как нам сказали, есть небольшой плюс, можно набрать воды. Несмотря на то, что основные пороги мы прошли, индигирская труба все еще периодически напоминала о себе небольшим волнением. Вот один из таких моментов. Работаем. Табаним. Левый табаним. Правый гребем, правый гребем. Правый гребем. О! Здравствуйте. Да. Газ. Давайте выровняемся. Правый гребите немного. Хорошо, что я привязался.
А синий самый на перекат идете. Затянуло? Волна, волна, волна. Волна, волна! Правые, работаем! Не сильно работаем, не сильно. Все нормально, нормально. Левой работаем, выравниваем. Все. Право работаем. Все, прямо идем, прямо, прямо. Вот так идем. Вот. Ребят. И раз. И раз. Это последняя волна. Так неожиданно слева волны появились. Ты что-то там продвинулось, да? Сейчас поправим. Все упало. Петр, как вам? Очень хорошо. Волна еще идет. Не отвлекайся. А ты выпадешь. Почему здесь больше были волны, чем в Кривуне? Непонятно. Не залезли же. Вот это хорошо. Сейчас справа река. Ну что, сейчас у нас был завершающий порог в этом повороте. После этого Чемалгинская труба, Индигирская труба заканчивается, и далее идет равнинная такая местность. Там мы будем идти в основном на моторе. Ну и если все будет хорошо по скорости, то возможно даже сегодня прибудем в Хану. Мы сейчас прошли мимо окончания автозимника. Вот туда в лес уходит дорога, и далее уже по земле автомобили передвигаются зимой. Вот. И сейчас у нас осталось 30 километров до поселка Соболок, и далее еще 30 до Хану. На этом участке Индигирка после горного ущелья уходит в долину и разливается. Скорость течения здесь уменьшается, и именно для такого дня, в течение которого нам нужно пройти большое расстояние, и были поставлены лодочные моторы. Еще раз напомню, что моторы в 3,5 лошадиных силы для таких загруженных катамаранов дают дополнительно 5-7 км в час в скорости. Но и эта, казалось бы, небольшая прибавка дает большую экономию по времени. Ну что, сегодня у нас самый из таких по дистанции продолжительных дней, завершающий. Сегодня мы планируем дойти до Хану. Для этого нам нужно пройти 100 километров. Но и сейчас, после поселка Соболок, Индигирка растеклась по равнине. Есть протоки, есть мелкие места. Ну и вот уже видно, моторная лодка идет. Моторные лодки – это основное средство передвижения между поселками. В этом участке Индигирка позволяет передвигаться на маломерных судах. Течение спокойное, без порогов и перекатов.
Я же в свою очередь немного расслабился и отцепил свою страховку. Почему так делать нельзя, вы увидите чуть позже. Ну а пока мы все ближе и ближе подходили к финальной точке нашего 350-километрового сплава. Мы подходим к поселку Хану. Видно вот Ю-гора. Так, вышка сейчас, которая стоит на берегу, скрылась за лесом. Осталось около 5-6, может быть 8 километров. Сегодня у нас был рекордный день. Сегодня мы прошли ни много ни мало больше 100 километров. И сейчас будем причаливать к берегу. Причал у села Хану находится в заводе. При входе в нее стремительное течение Индигирки резко сменяется на стоячую воду. Увидев, что мы можем промахнуться и уйти дальше по течению, мы начали активно грести веслами. А я настолько погрузился в этот процесс, что даже не понял, как оказался в воде. На повторе видно, что при резкой смене течения катамаран разворачивает и появляется толчок, которого достаточно для того, чтобы скинуть человека с катамарана. Никогда не стоит пренебрегать техникой безопасности и всегда нужно держать ногу в страховочном тросе. Я машинально ухватился за румпель мотора, передал весло и с помощью Петра взобрался обратно на катамаран. К слову сказать, я не промок, так как был в сухом костюме, который также имеет положительную плавучесть. На следующий день нам предоставилась возможность встретиться с главой Момского района Амосовым Дмитрием Викторовичем и задать вопрос, касаемый развития туризма в районе. Ну, у нас в основном основная вот наша фишка, да, это вот Индигир, и вот где вот сплав, вот, да, вот эта категория одна из таких сложных категорий, да, вообще в мире. И сами знаете, наверное, Индигир, река находится на втором мире по течению, да, и сами пороги видели, какие пороги, да, там категории «мама, не горюй», как говорится, да. Но это вот первая наша фишка, да. И вторая фишка у нас гора Победа, маршрут у нас со Сырского района прилагает, и там у нас по маршруту гора Победа, Наледь. У нас, ну, в основном у нас два основных наших ребят занимаются, это турфирма «Аян» и национальный парк. Ну, буквально, когда вы были вот ровно на сплаве, вот по ОПТ, вот где национальный парк находится, там у нас уже вот на уровне Российской Федерации, да, Владимир Владимирович Путин озвучил, что надо осваивать эти маршруты. И в будущем, ближайшем у нас будет поддержка, наверное, я думаю, да, с федерального бюджета, с республиканского бюджета. Но сами видели, у нас природа красивая. И третий маршрут у нас будет в сторону Зашиверска, город-призрак. Он своим возрастом ровно как город Якутск. Поэтому вот в трех направлениях там будем осваивать туризм. У нас есть большие планы, но, конечно, все зависит от источника финансирования. Но что-нибудь придумаем, нас много, и эти вопросы, задачи будем решать. Приглашаем вас еще раз, когда у нас будет построена новая турбаза, и где вот ночлежка, наверное, вы сейчас сами испытали, да, у нас климат резкий, утром солнце, вечером холодно, да, ну что, все удобства, да, мы должны создать для туристов удобства и безопасность прежде всего.
Поэтому вот, ну, основные критерии, что для туризма, развития туризма, это больница. И вот все туристы спрашивают малую авиацию. В этом роде тоже я понимаю, если что, сразу их вывести, и медицинское обслуживание, все это должно быть. Вот по этим критериям у нас уже развитие идет в республике, малая авиация уже развивается, уже предприятия есть, которые хотят работать в Арктике, поэтому у нас, сами видите, новая больница строится, в ближайшем будущем это все будет освоено и сделано. Действительно, село Хану преображается, облагораживаются улицы, строится больница, а буквально через несколько дней после нашего отъезда в селе запустили самую крупную солнечную электростанцию в мире, расположенную за полярным кругом. Всего по Момскому району было введено в эксплуатацию 4 гибридных дизель-солнечных станций, что дает экономию в 980 тонн дизельного топлива в год. Перед Днем знаний в Хану начался субботник, ну а мы снова собрались нашей большой группой и отправились на восхождение на Ю-гору. Друзья, побывать в Хану и не подняться на Ю-гору, это значит не побывать в Хану. В марте этого года мы уже делали восхождение, тогда был снег. И сейчас вот такой вот летний вариант, в конце лета. На Ю-горе есть некоторые изменения, которые мы вам покажем. Ну а в свою очередь, сегодня такой жаркий солнечный день. Но вот Ю-гора встречает нас раскатами грома. Ну, будем надеяться, что дождь не пойдет, а обойдет стороной. Ю-гора обязана своим названием, вот, можно сказать, части вот этой поляны, открытое место. И в очень давние времена, даже местные жители особо не помнят, когда именно назвали так эту гору. Именно вот эти открытые участки на горе, они были в форме буквы Ю. Но потом были, соответственно, был пожар и изменился немножко рисунок, но тем не менее буква Ю еще читается издалека, ну а название прочно укрепилось за этой горой. Мы продолжаем подъем. Там наверху установили кое-что, благодаря чему поток тех людей, которые поднимались на эту гору, увеличился в несколько раз. И это только в течение августа. И как нам сказали, даже жители Хану, которые ни разу не были на Ю-горе, сделали подъем. Приезжают также командировочные и в свободное время посещают Ю-гору. Ну а я в свою очередь, подъем достаточно такой серьезный, что даже вот наш оператор немного устал, и я взял его ношу на себя, чтобы ему немного помочь. Тут после похода около поселка Тюбелях на 30 километров я подумал, ну, во-первых, пойти налегке, во-вторых, ну, как бы здесь не так далеко, везде связь, то есть много вещей не надо с собой брать, дождя не будет, скорее всего, вот, и поэтому пошел без рюкзака, нес в руке термос. Потом Петр мне передал рюкзак, штатив. Ну, штатив он уже забрал, а я благополучно термос где-то на какой-то стоянке оставил. Вот. Ладно, у меня есть немножко воды, но если я сейчас поднимусь на гору, а Петр спросит, где мой чай, ну, наш чай, а я скажу, я его там где-то оставил, это будет очень нехорошо. Поэтому сейчас вроде как недалеко его забыл. Чуть нужно спуститься, ну а потом постараюсь догнать всех. Если нужна дополнительная физическая нагрузка, то обращайтесь ко мне. Я спокойно все организую. Уже почти, по-моему, спустился.
до начала пути. И пока не могу найти термос. Еще он зеленого цвета. В общем, проблема. Так, вот еще одна табличка. Тут у нас должен был быть остановка. Так. Так, начинается подъем. И вот он, вот, конечно. Так, друзья, ну что, не знаю, что страшнее. Подняться, спуститься вниз до начала подъема и подняться обратно. Мы, кстати, поднялись больше, чем до середины. Больше середины Югоры. Вот я не знаю, что страшнее. Вот этот маневр или расстроенный Петр Егорович Шестаков. Где шастаешь? Я думал, что страшнее. 2 раза подняться на Югору или расстроенный Петр Егорович Шестаков. Потому что я оставил термос внизу на начало подъема. Сбегал туда. Ты куртку хочешь? Я замерз тут уже. Сейчас, когда мы с вами находимся на вершине Югоры, я открою вам секрет увеличения турпотока. Вершину горы и сам подъем облагородили и сделали привлекательным туристическим объектом. Таблички, смотровую площадку и саму стелу Ю сделали активисты, члены турклуба «Аян» под чутким руководством Максима Спартаковича Захарова. Он сам лично своими руками сварил стелу Ю и смастерил скамейку. Югора – это уникальная достопримечательность Момского района, обладающая очень сильной мощной энергетикой, дающая позитивные эмоции и заряд энергии. На гору постоянно поднимаются бабушки с канди-клуба «Арчи», члены женского клуба «Каталына», а спортсмены, борцы, масс-рестлеры, легкоатлеты круглогодично проводят тренировки и занимаются на самой Югоре. А активисты турклуба «Аян» регулярно организовывают туры выходного дня с восхождением. Это 4-й завершающий выпуск, посвященный сплаву по Индигирке и знакомству с природой Момского района. Как видите, невозможно было уместить все в рамки одной передачи. И если с моими впечатлениями вы уже знакомы, то сейчас самое время узнать впечатления нашей дружной команды. Этот сплав был, по-моему, еще героический какой-то поступок. Раньше мы сплавлялись по Амге, как Николаевна сказала, по Верхней Амге, по Синей, но по сравнению с ними это Индигирка, это что-то такое. Ну, там впечатления очень такие восторженные. Раньше такого мы не знали, ну, понаслышке только знали, что Индигирка такая суровая река, и вот столько порогов, столько перекатов, но мы как-то справились. Я это сплаве 2-й раз, но это поход Теплех, это вообще такой удивительный, красивый, пейзажный и незабываемый. Больше всего водопад запомнился. И это скалы, и это снежный Булус. Булус. Ну, впечатлений много, природа такая красивая, такие горы неповторимые. У нас нет гор. Так. И я на сплав первый раз. Это с группой «Аян» я ездила летом в Тенке. Потом они это по WhatsApp мне отправили этот
что будет сплав такой. Так как я не работаю, у меня свободного времени много, решила, что съездить. А родные все были против, кроме мужа. Ничего себе. То есть большинство родных не поддержало, да, поездку? Ну, они сказали, что так далеко ездишь, здесь недалеко сплава-то много, а ты прямо в Индигирку едешь. Ваши, может быть, пожелания тем людям, которые вот хотят пойти на сплав и, может быть, как бы Ну, с Леонидом колеблются? Алексеевичем нельзя бояться, он такой опытный, все знает, все рассказывает про горы, про реки, про пороки. Я впервые слышу это слово «пороки». Друзья, ну а сейчас, пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность администрации Момского района, а также туристическому клубу «Аян», благодаря которым все это сплав, путешествия, новые впечатления, эмоции воплотились в жизнь. Вот сейчас мы спускаемся с Ю-горы. Рядом со мной Леонид Никулин, руководитель Момского филиала туристического клуба «Аян». Леон, расскажи про то, как организовался этот сплав. То есть я так понимаю, что это было полуспонтанное такое, да? Да, этот проект у нас в этом году получился полуспонтанно, как говорится. Ранее он не был запланирован, так как все работали. Но получилось так, что выбили отпуск. Получилось так, что меня отпустили в отпуск с работы. Но когда мы начали уже покупать билеты, решили съездить всей семьей на море, показать детям море, Москву, Кремль, Красную площадь, в Абхазию съездили. И вот когда искали обратные билеты в Мому, билетов уже на конец августа совсем не было. Тогда мы на семейном совете решили, что вернемся наземным путем через Уснеру, через Стебулях. Вот. И когда рассказал об этом я своим друзьям, что у нас намечается турпоход, то друзья мне подсказали идею лучше сплавиться по Индигирке. Сплавом по Индигирке. То есть изначально было вообще пройти пешком с Уснеры? С Стебуляха. С Стебуляха пешком. С Стебуляха пешком. Вот, а потом друзья кинули рекламу в WhatsApp. И вот на меня вышли вилюйская туристическая группа «Аян» тоже. Спросили все нюансы, что да как. Но я им рассказал, что Индигирка это не просто по катушке. Это категорийная река, сложная река. Многие профессионалы ее проходят с трудом, как говорится. Ну, мне доводилось уже раз 5 по ней сплавляться с разными группами, с профессионалами. Также катались генеральный директор компании «Вольный ветер», которые сами создают все эти сплав-средства, у которых я тоже был гидом-проводником. И также у них купил вот первые мои катамараны. Это все производство московской компании «Вольный ветер». Вот. И когда на меня вышли вот женщины вилюйского турклуба «Аян», мы уже с ними в WhatsApp группе создали группу и начали обсуждать все плюсы, минусы, нюансы нашего сплава. Они согласились, и вот наш сплав таким образом и получился. Так, если говорить про сплав, то, конечно, он очень сложный. Индигирка река категорийная, как я уже сказал. Самое, что нам повезло, это повезло с погодой. Ни капельки дождя мы не прочувствовали, можно сказать. Только чуть-чуть в начале пути, да, было? Только чуть-чуть, когда мы вышли на Индигирку, Индигирка встретила нас дождем. Но это бывает в каждом походе. Это как бы знак, как сказать... Начало, да. Она всегда так делает, Индигирка. Сплав по Индигирке без дождя никогда, в моем опыте, никогда такого не было. Все время с дождя начинался. И зато в течение всего сплава все было отлично. Все было прекрасно, как говорится.
Команда попалась на удачу. Все очень сплоченные, все как один человек, бодрые духом, как говорится. И поэтому, выполняя все команды капитана, юнги, как говорится, сплав удался. Все благополучно вернулись до конечной точки. Все получили кучу позитивных эмоций. Ну и всем понравилась прежде всего также природа Момского района, Индигирская труба, Темалгинская труба, ущелье. Пороги, конечно, были очень опасными. Некоторые пороги мы обошли обходными путями, не стали рисковать жизнями. Вот. Ну и в заключение хотелось бы пожелать всем, кто принимал участие в сплаве, огромная благодарность. Также будьте все время на позитиве. Всем удачи! Ну а я присоединяюсь к словам Леонида. Действительно, могу подтвердить его слова. Мы испытали на себе эти 8 дней сплава по одной из самых красивейших рек не только республики, но и России. И второе место по скорости, да? Скорости течения. Река Индигирка занимает. Поэтому впечатление выше крыши. И сейчас, по окончанию лета, с новыми силами, конечно, будем приниматься за работу. Вас ждут очередные выпуски передачи «Испытано на себе», поэтому не переключайтесь. Всегда включайте телеканал Якутия-24, смотрите, следите за нашими выпусками. Будет очень интересно. Всем пока. Сплав по Индигирке. Испытано на себе. Испытано на себе.